Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Сомнительное нововведение. Казахстанцы вынуждены простаивать часовые очереди за новой регистрацией. Власти страны всеми силами пытаются обуздать народное недовольство. Первое разъяснение когда мы дали? Мы дали после того, как пошел ажиотаж в ЦОН. Ликвидация безграмотности. В таджикских школах не хватает более 300 учителей. Власти обещают пополнение и даже соблазняют молодых педагогов бесплатным жильем и землей под огород. Это не говорит о том, что мы не готовим учителей по этим дисциплинам. Нет. Непотопляемый диктатор. Парламент Венесуэлы отправил в отставку президента Николаса Мадуро. А Конституционный суд страны немедленно восстановил его в должности. Николас Мадуро бросил свой пост и предал Конституцию. Поэтому Национальная ассамблея обязана объявить его оставившим свой пост. Николас Мадуро, не будь трусом. От любви до ненависти. Партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение Грузии» распалась. Что будет дальше с пламенными реформаторами? Освобождение Угулова и отстранение Саакашвили от руководства Единым национальным движением, от процесса принятия решений в Едином национальном движении однозначно выгодно власти. Искусство за свой счет. Житель Кыргызстана потратил $30 тысяч и создал музей восковых фигур. Хотелось сделать что-то необычное, может быть, даже что-то комичное. В казахстанских центрах обслуживания населения многочасовые очереди. С начала года в республике вступил в силу новый закон, согласно которому граждане республики обязаны регистрироваться по временному месту жительства. Как заявили власти страны, это одна из мер по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Однако в ее эффективности сомневаются казахстанские правозащитники и юристы. Они сравнивают новые правила с крепостным правом. Как казахстанцев регистрируют на родине? В репортаже Дмитрия Белякова. Номер 156. Пройдите, пожалуйста, к окну под номером 10. Таких очередей казахстанские центры обслуживания населения еще никогда не видели. Сразу же после новогодних праздников тысячи граждан начали буквально штурмовать ЦОДы в попытке не нарушить вступивший в силу закон о временной регистрации. Отныне казахстанцу, выезжающему за пределы постоянного места жительства более чем на 10 дней, предписано встать на учет по новому адресу. Вот только для того, чтобы получить заветную справку, необходимо отстоять 4 очереди и потратить как минимум 3 часа. По телевизору сказали, 15-20 минут займет эта процедура. Вот я маленького ребенка дома оставила, пришла, и вот уже 2 часа они там голодные, не кормленные. Основные проблемы это блок просто не работает. Заходят посторонние. Перед взяли? Уже хайва пойдет, следует каждый раз, адрес по сотню стоим уже. Меня заставили выписаться со своей квартиры, прописаться к дочери. Теперь меня опять заставляют прописаться в свою квартиру, а сделать у дочери регистрацию. Это что за бардак? Новое правило распространяется и на тех, кто работает в другом городе, и даже на тех казахстанцев, которые ложатся в больницу на длительное лечение. Штраф за отсутствие регистрации не маленький, около $50 США. Казахстанские правозащитники сразу же забили во все колокола, заявляя о том, что новый закон грубо нарушает ратифицированные международные конвенции, не говоря уже о его возможной коррупционной составляющей. В Казахстане половина населения не имеет жилья. И этих людей всех подвесили. Сегодня они либо должны бегать и стоять в очередях, либо сидеть и ждать стука в дверь. Причем они-то знают, что такое наши полицейские. Это же не бельгийские полицейские и не польские, понимаете. Наши полицейские, они знают, как из людей выбивать деньги. В дискуссии активно включились и социальные сети. Пользователи соревнуются в попытках создать мем, наиболее точно отражающий ситуацию. В первый же день на сайте avaz.org появилась онлайн-петиция против нового закона. За 4 дня она собрала почти 10 тысяч подписей, но после сайт оказался заблокирован. Закон вызвал очень большой негатив. Негатив в отношении полицейских, всей власти, и в том числе президента Назарбаева, потому что люди понимают, что в этой стране ничего без его согласия не делается. И я думаю, что власти предполагали такую реакцию, и именно поэтому Назарбаев уехал из страны, чтобы в отпуск, чтобы наблюдать со стороны и не
подвергаться критике со стороны людей. Раздраженная реакция казахстанцев на нововведение совпала с профилактическим поквартирным обходом в Алма-Ате в преддверии универсиады. Пользователи соцсетей делятся друг с другом опытом, как не оказаться оштрафованным за отсутствие регистрации, а юристы бесплатно консультируют граждан об их правах. Самый универсальный совет – это в любой непонятной ситуации, как только что-то градус общения накаляется с полицией, и вам это не нравится, надо угрожать, то, что я сейчас позвоню на телефон 102 и буду вызывать ваше начальство, либо управление собственной безопасности ДВД. И буду жаловаться на вас, на ваши действия, и снимать на видео начинать надо происходящее. То, что изменения в законодательстве вызвали серьезный резонанс, подтверждает и реакция властей. Все центры обслуживания населения переведены на 12-часовой режим работы, без обеда и выходных. За последние 3 дня их уже посетили более 40 тысяч казахстанцев. А премьер Бахытжан Сагентаев в ходе заседания правительства жестко отчитал министра внутренних дел за плохую работу с населением. 22 декабря. Первое разъяснение, когда мы дали? Мы дали после того, как пошел ажиотаж в ЦОНах. Да, согласен. Мы понимали, что эта норма коснется людей. Мы могли 22 числа начать работу по разъяснению. После правительственного часа министр внутренних дел пообещал журналистам, что в первый месяц полицейские не будут штрафовать нарушителей, а ограничатся предупреждением. Руководство центров обслуживания населения, в свою очередь, обязали максимально сократить время процедуры регистрации. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время. В Таджикистане не хватает учителей. Общеобразовательные учреждения республики нуждаются как минимум более чем в 300 педагогах. Об этом заявили представители Министерства образования Таджикистана, подводя итоги прошлого года. Одной из причин нехватки преподавателей была названа низкая зарплата. Сегодня школьный учитель в среднем получает около 750 сомони. Это $94. Поэтому студенты-бюджетники отказываются работать по специальности после окончания института. В итоге в этом году в Таджикистане идти работать по направлению отказались более 500 выпускников педагогических вузов, в то время как число учащихся выросло на 54 тысячи человек. Есть и ощущается некоторые нехватки учителей по некоторым конкретным предметам. Например, мы в некоторых наших школах ощущаем нехватку учителей по предмету физики, по предмету иностранного языка. Это не говорит о том, что иностранного языка, это не говорит о том, что мы не готовим учителей по этим дисциплинам. Нет, мы соответствующие учителей готовим, но из-за того, что очень большой спрос в народном хозяйстве нашей страны, в экономике нашей страны по этим специальностям, поэтому некоторые подготовленные нами учителя по определенным причинам, как по естественным причинам, покидают школу и переходят работать в другие сферы нашей деятельности. Однако таджикские чиновники уверены, что через пару лет в учителях дефицита не будет. Министерство образования вводит специальные программы, согласно которым повышается заработная плата молодым специалистам, им предоставляют налоговые льготы и освобождение от воинской повинности, а в сельской местности им даже выдают участки земли. В Венесуэле развернулась настоящая политическая война. Очередной раунд противостояния президента Николаса Мадуро с парламентом закончился попыткой импичмента главы государства. Однако Верховный суд страны блокировал резолюцию об отстранении Мадуро от должности. Оппозиционные партии, составляющие парламентское большинство, неоднократно пытались сместить Мадуро с поста президента. Однако ему и его сторонникам, контролирующим правительство и судебную власть, всякий раз удавалось эти угрозы нейтрализовать. Николас Мадуро бросил свой пост и предал Конституцию. Поэтому Национальная ассамблея обязана объявить его оставившим свой пост. Николас Мадуро, не будь трусом. Позволь народу Венесуэлы решить, поддерживает ли он позицию Национальной ассамблеи или нет.
В 2015 году оппозиция выиграла выборы и почти сразу объявила сбор подписей для референдума об отставке Мадуро. Затем парламентарии пытались инициировать судебный процесс против президента. Обе попытки успехом не увенчались. Срок полномочий нынешнего лидера Венесуэлы истекает в 2019 году, и многие политологи полагают, что такая вялотекущая конфронтация законодательной и исполнительной властей может продолжаться вплоть до очередных выборов. Тем временем экономика Венесуэлы переживает глубочайший кризис. Не хватает товаров первой необходимости, продуктов питания и медикаментов. В стране регулярное отключение воды и электричества. Сам Мадуро и его сторонники во всем винят внешних и внутренних врагов, и в первую очередь США. Что происходит сегодня в одной из самых бедных, а на самом деле богатых ресурсами стран, где можно собирать по 3 урожая в год? Мы поговорили с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Южной Америке Александром Гостевым. Ситуация в Венесуэле находится на грани взрыва уже долгие годы. Она ухудшается непрерывно. Я, конечно, не гадал, но в какой-то момент неизбежно народный такой голодный гнев, он захлестнет улицы совершенно, очень сильно. С другой стороны, до тех пор, пока Николас Мадуро пользуется поддержкой армии, силовых структур, спецслужб и очень в значительной степени самых бедных городских районов, в первую очередь столицы Каракаса, так называемых бедняцких комитетов, каких-то районных отделений правящей социалистической партии Венесуэлы, он может сидеть у власти очень долго. Что касается именно волны протестной, людей не политизированных, то просто страшно недовольных ситуацией, она действительно, повторю, очень этот накал страстей, он очень силен. В Венесуэле уже, на мой взгляд, отсутствует крупное предпринимательство, совершенно практически, совсем дышит на ладан так называемый средний класс. Идет массовая миграция из страны, а совсем не маргинализированные слои населения, не те, кто входят в эти самые бедняцкие комитеты, о которых я упоминал, они дошли до последней черты. Очереди стоят за туалетной бумагой, за мылом, за какими-то средствами гигиены. Это говорит о том, как нужно было стараться в течение многих лет, чтобы эту тропическую, богатую страну довести до состояния, когда даже внешняя экономическая помощь уже ситуацию исправить не способна. Их настроение в массе своей очень пессимистические, я бы сказал, что надежды их покинули. До сих пор, в силу того, что в Венесуэле тоже не первое десятилетие, в первую очередь среди людей малообразованных, голодных и не очень хорошо понимающих все какие-то реалии, может быть, современного мира, работала огромная пропагандистская машина, на которую тратилась немалая часть средств из государственного бюджета, который формируется на 95% от продажи венесуэльской нефти за границу, которая еще, слава богу, куда-то продается, то за эти 15 лет они поверили в то, что против их страны ведется некая внешняя война, которая мешает им, говоря простым языком, зажить счастливо. Пока простые венесуэльцы, какая-то их часть, будет верить в то, что идеи наши правильные, а мешают нам враги, ситуация в Венесуэле может еще долго не поменяться. Далее в программе. От любви до ненависти. Партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение Грузии» распалась. Что будет дальше с пламенными реформаторами? Освобождение Угулава и отстранение Саакашвили от руководства Единым национальным движением, от процесса принятия решений в Едином национальном движении однозначно выгодно власти. Искусство за свой счет. Житель Кыргызстана потратил $30 000 и создал музей восковых фигур. Хотелось сделать что-то необычное, может быть, даже что-то комичное. Во вторник в Тегеране состоялись похороны бывшего президента Ирана Али Акбара Хашеми Рафсанджани. Проститься с одним из лидеров исламской революции 1979 года пришли сотни тысяч человек, в том числе действующий глава режима Аятол Хасан Рухани. Подробности в репортаже Рейтер. Сотни тысяч человек во вторник пришли на церемонию прощания с бывшим президентом Ирана Али Акбаром Хашеми Рафсанджани.
Политик скончался в воскресенье от сердечного приступа. Ему было 82 года. Гроб с телом Расфанджани был установлен в одном из залов Тегеранского университета. Желающие проститься с ним заполнили всю территорию вуза и близлежащие улицы. В церемонии приняли участие нынешний президент Ирана Хасан Рухани, высший руководитель страны Аятолла Али Хаминеи, чиновники, военные и другие государственные деятели. Расфанджани занимал пост президента Ирана с 1989 по 1997 год. До этого он был председателем Меджлиса страны. Его считают одним из идеологов исламской революции 1979 года. В последнее время он возглавлял Совет по целесообразности, совещательный орган при высшем руководителе Ирана. Расфанджани похоронят в мавзолее имени Аятоллы Рухалы Хамейни, лидера исламской революции. Партия, основанная Михаилом Саакашвили, продержавшаяся у власти в Грузии 9 лет, на грани распада. Это подтвердили сами члены Единого национального движения. Раскол в партии начал назревать накануне парламентских выборов, прошедших в Грузии в октябре прошлого года. Тогда часть партийных функционеров решила отмежеваться от фигуры Саакашвили, что в свою очередь не понравилось сторонникам экс-президента. Своего апогея конфликт достиг в эти дни, когда из тюрьмы был освобожден бывший соратник Саакашвили, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. Как предполагается, именно он и примерит на себя роль нового лидера. Из Тбилиси Звиат Мчедлишвили. Пока еще однопартийцы, но уже далеко не единомышленники. Вчерашние соратники сегодня публично выясняют отношения. До кулаков, правда, пока не доходит, но нервы на пределе. Исполняется мечта лидера правящей грузинской мечты, олигарха Бензина Иванишвили. Наша партия стремительно движется к распаду. И это, к сожалению, заслуга Михаила Саакашвили. Экс-президент Грузии и основатель партии «Единое национальное движение» Михаил Саакашвили уже как несколько месяцев главная причина для внутрипартийного раздора. Вслед за тем, как нынешние власти в конце 2015 года лишили его гражданства Грузии, экс-президент автоматически лишился поста председателя в своей партии. При этом он продолжал оставаться ее негласным лидером до тех пор, пока большинство членов Политсовета не решили избрать нового председателя и тем самым отстраниться от опального и своенравного экс-президента. Этому воспротивились националы, сторонники Саакашвили. Пользуясь численным превосходством, они недавно объявили о намерении провести масштабный партийный съезд, этакую демонстрацию силы. Представители крыла анти-Саакашвили обвинили соратников в деструктивных действиях. Национальное движение расколото. Это группа людей, которая намерена провести свой съезд. По сути, тем самым объявила о распаде партии. Конфликт с новой силой разгорелся на днях, когда неожиданно из тюрьмы был освобожден экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. Бывшему ближайшему соратнику Саакашвили, который обвинялся в растрате госсредств, смягчили обвинения и, что называется, скостили срок. Угулава тоже сторонник идеи избрания нового председателя, хотя обещает примирить стороны. Но пока на деле выходит иначе. Его единомышленники теперь пытаются сместить со своей должности еще и лидера парламентской фракции нацдвижения Никанора Мелия, который, как несложно догадаться, поддерживает сторону Саакашвили. Гиги Угулава не тот человек, который возьмет на себя роль примирителя. Он представляет сторону конфликта. Между тем, грузинский политолог Гела Васадзе уверен, бывший градоначальник примеряет на себя мантию партийного лидера. Освобождение Угулава и отстранение Саакашвили от руководства Единым национальным движением, от процесса принятия решений в Едином национальном движении однозначно выгодно власти. Если бы это не было выгодно власти, Угулава бы никогда не освободили. Я думаю, что это будет партия таких левых либералов с претензией на интеллектуализм. Политолог не исключает, что уже вскоре Единое национальное движение распадется вполне официально. И вот тогда начнется новый этап борьбы за имя, ставший уже брендом, и за пересмотр партийных списков и места в парламенте. Звиат Мчедлишвили, Давид Симонишвили специально для настоящего времени. Грузия, Тбилиси. Кыргызский энтузиаст открыл в родном городе Карабалта первый в республике музей восковых фигур. На его создание Канат Тюлегенов потратил личные $30 тысяч. В его коллекции не только мировые звезды, но и любимые персонажи из российских сериалов, рассказывает Шавкат Тургаев. Всех персонажей вы сами ему назначали, выбирали? Да, в основном сам. Ну, иногда приходится в домашнем совете советоваться с детьми, с женой. Вот, они рекомендуют свои фигуры. Ну, оттуда выбираем. Ну, а этих двух
строителей любит, мне кажется, все СНГ. Известные герои из нашей Раши Равшан и Джумшут в коллекции Канатбека Тюлегенова не самые узнаваемые. Среди 25 героев можно без труда найти политиков Фиделя Кастро и Владимира Путина, короля поп-музыки Майкла Джексона и мегазвезд мирового кинематографа. Вот граф Д'Артаньян в исполнении Михаила Боярского. Мечта создать что-то новое у основателя музея восковых фигур зародилась еще в московские студенческие годы. Тогда Канат Тюлегенов посетил столичный музей и был воодушевлен увиденным. Однако хобби есть хобби, но свои фигуры сам он не изготавливает. Нашел мастера в Санкт-Петербурге, загрузил его работой на 3 года вперед. Хотелось сделать что-то необычное, может быть, даже что-то комичное, потому что сами видите, многие фигуры взяты из фильмов, любыми всеми людьми персонажи. Для создания восковой плеяды звезд Канатбек не пожалел $30 тысяч, но вернуть эти деньги обратно он особо не спешит. Главное, чтобы люди приходили сюда за новыми впечатлениями. А посетителей сейчас не так много. Музей работает всего месяц. Так как это новое явление в Кыргызстане, 90% населения не понимает, что такое. Кто-то говорит, что это ростовые фигуры, кто-то говорит, что это что-то детское. Но, тем не менее, в течение месяца где-то больше 100 человек у нас было посетителей. Музей наш действительно первый и необычный, может быть, для кыргызстанцев, потому что он один из первых, и поэтому, наверное, для жителей нашего города он интересный, познавательный, например, для молодежи. Организовать выставку фигур в Бишкеке не получилось, говорит Канатбек. Ни одно столичное учреждение культуры площадку предоставить не согласилось. Зато этим летом, в разгар купального сезона, он со своим детищем отправится покорять отдыхающих на озеро Иссык-Куль. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. В настоящее время. Город Карабалта, Кыргызстан. Житель соседнего Казахстана также осуществил свою давнишнюю мечту. Бывший офицер силовых структур, казахстанский пенсионер Баянбай Исраилов модернизировал советский грузовик ГАЗ-66, чтобы объехать на нем Казахстан, Китай и Монголию. Репортаж наших казахских коллег из радио Азаттык. Баянбай Исраилов осуществил свою детскую мечту, уже выйдя на пенсию. 4 года назад он выкупил в воинской части грузовик ГАЗ-66, оставшийся с советских времен, и переделал по своему желанию. Вот 2 печи от «Жигулей». Мотор еще не разогрелся. Мотор свой, от ГАЗ-66. Он такой же, как у ГАЗ-53. Новую кабину, установленную на шасси от ГАЗ-66, житель Астаны оборудовал по-своему. Переднее сиденье от российской машины «Газель». Вместо заднего сиденья – обычный диван. В крыше кабины – люк, как у танка. Свое детище Баянбай Исраилов называет «барс-пикап». Это давняя задумка, словно схватки. Все время думаешь. Пока не осуществишь, происходит то, что называют творческими муками. Стоит ему остановиться, как водитель в Астане с удивлением спрашивает у Баянбая Исраилова, что это за машина. Многие говорят, что его машина похожа на военные автомобили «Орлан» и «Барс», которые начали выпускать в Казахстане. Азаттык уже публиковал видеосюжет об этих бронированных машинах. Эти машины поступают на вооружение армии Казахстана и идут и на экспорт. «Барс-пикап» Баянбая Исраилова пусть и не имеет броню, но он такой же вездеходный. Если ты на коне, то не сиди дома, посмотри мир, говорят у казахов. Слава богу, дети мои уже взрослые. Я хочу теперь объездить красивые места в Казахстане. В качестве первого круиза хочу объехать вокруг Аральского моря. Хочу объездить Монголию и Китай. На покупку грузовика ГАЗ-66 Баянбай Исраилов потратил $4500. На переделку его в «Барс-пикап» ушло еще около 5 миллионов тенге. Теперь моя мечта — совершать путешествия. Найдутся попутчики, милости прошу, говорит Баянбай Исраилов. Мади Бекмагамбет, Ержан Амирханов, Азаттык ТВ.
Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karentime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.